В Гагаузии появилось второе издание молитвослова для детей на гагаузском языке. Презентация данной книги прошла в научном центре имени Марии Маруневич. Молитвослов для детей подготовил сотрудник научно-исследовательского центра имени Марии Маруневич Виктор Купущу. Издание вышло тиражом в 2000 экземпляров. Его получат все учебные заведения автономии и некоторые школы Украины. У каждого человека внутри есть вера. Она может проявляться в разной степени, в разные, скажем так, ипостаси. И я рад, что наши молодые научные исследователи, они занимаются и этой темой тоже. Виктор Купущу, он является исследователем именно в тюркологии. Он сейчас учится в магистратуре, закончил Московский государственный университет. И мы рассчитываем на то, что он в ближайшем будущем станет доктором наук и будет этой темой заниматься основательно. По словам автора, на данный момент в Гагаузии очень мало религиозной литературы для детей на гагаузском языке. В 2012 году общественное объединение «Айденнык» издало первое издание этой книжки «Детский молитвослов для детей на гагаузском языке». Сейчас мы приняли решение о переиздании этой детской книжки, иллюстрированной. Получились иллюстрации более яркие, более цветные, более хорошего качества, потому что первый тираж разошелся, уже не осталось практически ни одного экземпляра, дети уже выросли, поэтому была необходимость издать второе издание. В книге нашли отражение все виды молитв. В издании также приводятся их толкования. Очень важно для того, чтобы наши дети воспитывались изначально в православной вере и знали, как хорошие поступки и плохие поступки. Такого рода книги очень важны именно по этому поводу. И важно, чтобы на начальном этапе с первоклассников уже внедрять эти программы, чтобы родители смогли помогать им, рассказать правильно, насколько правильны эти учебники. Авторами первого молитвослова были ерей Сергей Купущу и выпускник факультета тюркологии Московского государственного университета Виктор Купущу. Первый молитвослов на гагаузском языке для детей был издан тиражом в 1000 экземпляров. Молодой гагаузский исследователь Виктор Купущу презентовал еще одну книгу в региональной библиотеке. Издание посвящено Михаилу Чекирову. Оно представляет собой ценный научный материал, собранный в Молдове и за рубежом. Более подробно в сюжете. Михаил Чекир – одна из самых ярких личностей в плеяде духовных и культурных просветителей гагаузского народа. Его судьба и творческие достижения заинтересовали молодого исследователя Виктора Купущу. Основная цель этой книги – осветить биографию гагаузского просветителя протоиерея Михаила Чекира на гагаузском языке. Идея пришла лет 5 назад, когда я стал сотрудничать с Институтом перевода Библии по переводу библейских текстов на гагаузский язык. И нам потребовалось знать те издания, найти те издания, которые уже были выпущены Михаилом Чекиром. Ну а для этого пришлось глубже изучить его биографию и все его труды. К работе над книгой Айбоба Михаил Чекир автор приступил после публикации первого биографического издания о Михаиле Чекире на русском языке. В 2013 году была издана краткая его биография на русском языке, а в этом году вышла полная биография на гагаузском языке. Понадобилось 2 раза поехать в Румынию, в Бухарест, там найти родственников, которые еще живы, прямых потомков Михаила Чекира, поработать в библиотеках, ну и, конечно же, в архивах Молдовы, Украины, это Измаил, Кишинев, и в библиотеках. Первый том, который вышел, является началом целого цикла Чекира. В дальнейшем следующие тома будут посвящены другим представителям этого рода. Развитие православия и роль Михаила Чекира в истории гагаузов освещаются и другими писателями. Один из них – Константин Курдогла. Православие всегда было твердыней, основой для всех гагаузов. 200 лет назад и более, когда переселились сюда, в Бессарабию, в Баджарскую степь, наши предки, они с собой привезли православные основы. Были священники, были у них литература, скажем так, литература на православную тему. И по сей день мы свято чтим и храним, и будем передавать поколение поколений православные азы христианской жизни. На презентацию были приглашены студенты педагогического колледжа имени Михаила Чекира. В этой книге собраны, как я услышал, собраны самые важные открытия Михаила Чекира. Я думаю, это является очень важным для нашего гагаузского народа. Для меня Михаил Чекир – это, безусловно, великий человек,
который сделал очень многое для нашего гагаузского народа. Таких людей не очень-то уж и много. Мы его должны, весь гагаузский народ должен чтить, уважать. Книга Виктора Копущу издана в объеме 500 экземпляров и будет доступна читателям в городских и сельских библиотеках. Елена Макану, Григорий Ставилов, ГРТ Хаберляр.